день всем, кто смотрит меня сейчас. Сегодня наш разговор будет о земских библиотеках. Но не просто о земских библиотеках, а о земских библиотеках Уфимской губернии. И прежде чем мы начнем наш разговор, давайте поговорим о том вообще, что собой представляло земство, когда оно возникло, с чем было связано возникновение земства. Для нас всем известно, что 1861 год – это год отмены крепостного права в России. Но вот эта реформа, великая реформа для того времени, повлекла за собой и ряд последующих реформ. В 1865 году как раз в рамках административной реформы из бывшей на тот момент Оренбургской губернии была выделена Уфимская губерния, в которую вошло 6 уездов. А вот годом раньше, 1 марта 1864 года, вышел указ Александра II о создании земских учреждений, вообще об утверждении земства как органа местного самоуправления. Ведению земства подлежали очень много вопросов. Это были и хозяйственные вопросы, это были вопросы, связанные с образованием, с сельским хозяйством и здравоохранением. Но постепенно для земства определились приоритеты, и в том числе для Уфимского земства, которое на фоне других губерний было создано позднее, в 1875 году. Но, как показало время, Уфимское земство было одним из самых передовых в России того времени. Так вот, для Уфимского земства определились приоритеты. Это здравоохранение, это образование, это развитие культуры сельскохозяйственного труда и развитие новых ремесел. Впрочем, мы можем сказать, что такие же приоритеты были и для других земств, в других губерниях Российской империи. Но в нашем регионе, в Уфимской губернии, земство сделало очень большой прорыв, прежде всего в области образования и здравоохранения. Как же шло развитие вот в этом направлении? Земство прежде всего начало открывать свои школы, потому что именно в просвещении народа земство видело залог того, что в будущем Россия сможет стать в один ряд с другими цивилизованными странами, прежде всего западноевропейскими странами. И земские школы стали появляться в Уфимской губернии практически во всех уездах. И вместе с земскими школами стали появляться, соответственно, и ученические библиотеки. Стал формироваться фонд этих библиотек, стал формироваться фонд и для библиотек, предназначенных преподавательскому составу. Но вслед за школами земство стало обращать внимание и на другую область, которая называлась в то время внешкольным образованием. К внешкольному образованию тогда относили организацию библиотек, организацию народных чтений, различные экскурсии, организацию различных выставок. Что касается вот этих направлений, то приоритетным для земства было направление именно создания библиотек. Потому что постепенно сформировалась так называемая земская концепция книжно-библиотечного дела. А в чем заключалась она? Земцы провозгласили, что все группы населения, независимо от их этноконфессиональной принадлежности, от уровня образования, имеют право на свое собственное развитие, имеют право на образование. И земство должно помочь им вот в этом. Поэтому как раз в развитии библиотек земцы и видели вот этот путь повышения образовательного и культурного уровня населения. И таким образом уже с начала 90-х годов земство стало открывать библиотеки. И еще раз обратимся к особенностям того периода.
Библиотеки могли открываться в то время под юрисдикцией двух ведомств. Это было Министерство внутренних дел и Министерство просвещения. Если библиотека относилась к ведению Министерства внутренних дел, она должна была иметь особое отдельное помещение. Если же библиотека находилась в ведении Министерства просвещения, то она могла помещаться в здании школы, и ее открытие нужно было согласовывать только со школьной администрацией. И вот Уфимское земство пошло именно по этому пути, стало открывать библиотеки именно при школах. Потому что раз существует земская школа, можно помимо ученической создавать еще и народную библиотеку. Как правило, библиотекарями там работали учителя, работали практически безвозмездно, потому что все учителя, как и сегодня, это подвижники, которые считают, что образование, просвещение, просветительская работа – это то благо, которое необходимо нести людям. И такая ситуация, в общем-то, продолжалась до 1912 года. К этому времени на территории Уфимской губернии было открыто уже 857 так называемых народных библиотек. Но все изменилось после 1912 года. Тогда вышло циркулярное распоряжение Министерства просвещения о том, что земские библиотеки не могут подчиняться земству, что они целиком переходят в юрисдикцию школьной администрации, и школьная администрация, в общем-то, вправе сама распоряжаться их судьбой. Земства, все земства фактически в Российской империи пытались оспорить это решение, в том числе и Уфимское земство подавало иск в суд. Этот судебный иск был отклонен, дело было проиграно, и все пришкольные земские библиотеки остались только в ведении школы. Уфимское земство решило, что в сложившейся ситуации нужно идти по другому пути, нужно создавать свою собственную сеть. Тем более, что к этому времени уже прошел первый библиотечный съезд, и на этом съезде были выработаны принципы создания библиотечной сети в России, которые предусматривали создание нескольких типов библиотек. Это так называемые крупные районные библиотеки, а библиотечный район подразумевал под собой часть уезда радиусом в 15-18 верст, как известно, верста – это 1 километр 6 метров, и таким образом вот эта районная библиотека становилась как бы опорной для создания библиотек уже другого типа, библиотек повышенного типа и библиотек низшего типа. Уфимское земство начало активную работу в этом направлении. И теперь мы можем сказать, как же осуществлялось открытие этих библиотек и как формировались фонды земских библиотек. Необходимо отметить, что пореформенное развитие России – это очень интересный период в истории нашего государства, потому что именно вторая половина XIX века и начало XX века – это глубочайшие изменения и в экономическом развитии, это очень глубокие изменения в социокультурном развитии. Но для того, чтобы обеспечить именно национальную безопасность России, требовалось и повысить образовательный уровень ее населения. И соответственно, что для этого делали? Конечно, повысить образовательный уровень населения можно только через школьное образование и через внешкольное образование, через библиотеки, через продажу
книг населению, а для этого требовалось и развитие специального книгоиздания, предназначенного для широких кругов населения, для тех, кто не имел такого систематического, высокого, хорошего образования, а имел там уровень начальной школы. И такое книгоиздание возникло, потому что вторая половина XIX века – это, конечно же, с одной стороны, и очень большие послабления со стороны цензуры, и рост, появление новых издателей. Здесь мы можем назвать имя того же самого Маврикия Иосифовича Вольфа, того же самого Адольфа Федоровича Маркса. Вот с его именем для меня, например, всплывает сразу издание «Живописная Россия». Вот такое шикарное издание, которое выходило в те годы и было посвящено различным губерниям Российской империи. В том числе один из томов был посвящен Уфимской губернии. Но наряду с такими изданиями, в хорошем переплете, с прекрасными иллюстрациями, наряду с детскими изданиями, тоже в очень красивом оформлении, теми изданиями, которые мы сегодня могли бы назвать элитарными, Маврикий Иосифович Вольф и тот же самый Адольф Федорович Маркс издавали и литературу, предназначенную для народа. У Маркса был проект, который начал реализовываться с 1870 года. Это журнал «Нива». Вот сейчас я вам его покажу. Это журнал «Нива», который за годы своего существования, а просуществовал он до 1918 года, имел колоссальный успех в нашей стране. Это было еженедельное иллюстрированное издание, журнал, предназначенный для семейного чтения. Там публиковались произведения литературно-художественные, научно-популярные очерки. Там публиковались репродукции картин с выставок, которые шли в это время в России, прежде всего в Москве, в Санкт-Петербурге. Там были даже, например, как мы сегодня бы сказали, мастер-классы для шахматистов. То есть журнал действительно был предназначен для семейного чтения. Но в чем популярность была этого журнала? Конечно, содержание, несомненно. Второе, этот журнал был доступен по цене, потому что стоимость одного номера была 35 копеек, годовая подписка по России стоила 7 рублей, за рубежом 10 рублей. Но этот журнал имел еще и бесплатные приложения. И эти бесплатные приложения были ежемесячными, они включали в себя собрание сочинений русских классиков, того же самого Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Алексея Константиновича Толстого, Антона Павловича Чехова. Но затем уже вот в начале XX века, если мы посмотрим на содержание приложений, то мы увидим там и имена поэтов так называемого Серебряного века. То есть современная литература становилась доступной для населения. И вот сейчас я озвучу ту цифру тиража журнала «Нива», который он имел в 1904 году. 275 тысяч экземпляров. Это был феноменальный успех, и журнал «Нива» был одним из лидеров среди журналов во всем мире. Поэтому вот этот журнал и другие книги, предназначенные для народа, они поступали прежде всего в народные библиотеки.